Здравствуйте! В эфире новости за школьной партой. О самых интересных событиях в ближайшей неделе расскажем мы, Роман Константинов и Гузель Хамидуллова. А выпуск хочется начать с праздника, которого мы все так долго ждали. Это Масленица. По-другому его называют проводы зимы. Он извещает о приближении весны. Масленица – один из самых веселых праздников в году. Его отмечают целую неделю. Люди ходят в гости и веселятся. А как прошли гуляния в Канаше, смотрите в нашем сюжете. Игры, веселье, солнце, аппетитные блины и многое другое. Все это происходило на главной площади Канаша в городском парке. И именно так здесь отмечали всеми любимый праздник Масленица. На сцене выступали замечательные артисты нашего города, которые дарили всем тепло, несмотря на то, что на улице было холодно. Внутри парка находились лавки, в которых продавались вкусные блины, напитки, пирожки и многое другое. А на Большой горе, где веселились дети, стояло чучело, один из атрибутов праздника. Вскоре его сожгли, тем самым проводили зиму. В прощенное воскресенье все просили прощения друг друга, поздравляли, желали счастья и здоровья. Мы с Ромой решили пообщаться с жителями. Здравствуйте, ребята! Мы с Романом находимся на центральной площади городского парка культуры, где сегодня проводят масленичные гуляния. Сегодня мы решили узнать у детей, что такое Масленица и как его отмечают. Масленица – это не только поедание блинов, но и игры и забавы. Как вы думаете, зачем празднуют Масленицу? Я думаю, что мы провожаем зиму и встречаем весну. И еще один вопрос. А вот что вам больше нравится? Мне нравится, когда сжигают чучело, кататься на горках, кушать блины, пить чай. А ты сегодня блины утром кушала? Мама тебе испекла? Да, я даже маме помогала. Наверное, интересно помогать. Очень. С кем ты сегодня гуляешь на праздник? Сегодня я гуляю со своей подружкой Лизой. Привет, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как тебя зовут? Меня зовут Данилов Роман Андреевич. Я живу в Шахазанах, приехал на Масленицу в Канаш. Расскажи, пожалуйста, что такое Масленица? Масленица – это день, когда люди веселятся, прощают все свои ошибки, все поступки плохие и кушают блины. А тебе нравится кушать блины? Мне очень нравится. А что больше всего тебе нравится в этом празднике? Больше всего в этом празднике мне нравится кататься на лошадях. Все понятно. Спасибо большое. С праздником. Спасибо. А что такое Масленица? Масленица, когда блины раздают. А что тебе больше нравится на Масленицу? Может, блины есть, когда сжигают чучело? Чучело когда сжигают. А с кем ты пришла сегодня на праздник? С папой и сестренкой. А как вы праздновали Масленицу, когда были маленькие? Мы ели очень много блинчиков, катались на горках и приходили домой мокрые. С праздником! Вас тоже с праздником. Счастья, здоровья, всего самого лучшего. Привет, меня зовут Гузель. Я ведущая новостей за школьной партой. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как тебя зовут? Меня зовут Кира. А что такое Масленица? Ты знаешь? Ну, Масленица – это праздник, когда сжигают чучело, едят блины, веселятся. А чем нравится тебе этот праздник? Ну, обычно в нашем парке всегда можно развлечься, весело. Спасибо. А как ты отмечаешь сама Масленицу? Ну, я обычно гуляю с друзьями, мы кушаем блины. А дома ты сама печешь блины? Да. Это замечательный праздник. Желаем вам счастья, здоровья, с праздником. Рома, а когда ты вырастешь, кем хочешь стать? Мне нравится много профессий, но больше всего я хочу стать военнослужащим, как мой дедушка Георгий. О, здорово. А почему ты спрашиваешь? А потому, что многие учащиеся 5-й школы тоже выбрали эту смелую профессию. На 23 февраля они оригинально поздравили всех мужчин. Ого, давай посмотрим сюжет. Наступил замечательный праздник – День защитника Отечества. И в честь этого события ученики 5-й школы устроили конкурс «Военно-песенная инсценировка».
Участвовали дети, учащиеся в 5 и 6 классах, а зрителями стали ученики 7 классов. Все выступали прекрасно, каждый дарил кучу эмоций зрителей. Кино идет, воюет год, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, счастливый май, любимый край, своих солдат встречать скорее. В тишине, да на покое, помечтать оно не грех. Вот один боец с тоскою глаз сощурил, молвил и замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил: и сейчас далеко-далеко между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти Всем понравилось. Жюри стали ученики старших классов, а также учительница музыки Демина Наталья Евгеньевна. 6 В прекрасно исполнил песню. Было очень трогательно. 6 Г показали все подробно, эмоционально, то, что описывалось в песне. Жюри дали каждому классу звание, кому-то за актерское мастерство, кому-то за прекрасное исполнение и так далее. Но все же победителями стали немногие. Победителями стали 5 А и 5 Б, а среди 6-х 6 Г. Всем очень понравилось. Оригинально отметили День защитника Отечества учащиеся 7 школы. Наша армия самая сильная в мире. Наша армия победительница. Таков был лозунг игры в морской бой. Мне кажется, в морском бою самое главное — подбирать стратегию и предугадывать шаги противника. Я тоже так думаю. Об этом нам расскажет и покажет Карина Григорьева. Конкурс посвятили Дню защитника Отечества. Мальчишки и девчонки были в морских нарядах. Тельняшки и гюси им так идут, настоящие защитники Родины. Наша команда духом морским едина, сильна и непобедима. В нашей команде много сил, победа сегодня необходима. Участие приняли 4 4 класса 7 школы. 4 А назвал свой корабль «Санта-Мария», 4 Б – «Жемчужина», 4 В – «Счастливая щука», 4 Г – «Виктория». Команды с очень интересными названиями начали морской бой. Назвать девиз, ответить на сложные вопросы. С заданиями на мышление и логику ребят справились на ура. Девчонки помогали с танцами. Вот с канатом пришлось труднее. Ходить по нему не очень-то и просто. Тянуть так тем более. Тянули, так и не вытянули. Здесь ведущим пришлось остановить бой, так как никто не сдавался. В итоге
ничья. Конкурсы были один лучше другого. Спеть, станцевать, угадать, из чего состоит борщ. И даже почистить лук. Я, как помощница жюри, посчитала все звездочки. В итоге 3-е место взяли ребята из 4 Б. 2-е поделили классы 4 Г и 4 А. И 1-е завоевали мальчики и девочки 4 В. Все вы отличились, у всех команд было прекрасное выступление, такие красивые капитаны в форме. Испытания вы все проходили хорошо, даже сказал бы я даже отлично. Какие молодцы наши ребята! Поздравляем! Для новостей за школьной партой Карина Григорьева. Ребята, а на этом наш выпуск подходит к концу. Впереди еще много праздников. Не забудьте поздравить бабушек, мам и сестер с 8 марта. И не забывайте, лучший подарок сделанный своими руками. Ребята, увидимся через неделю. До новых встреч!